Здравствуйте, вы смотрите новости на канале Якутия-24 в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Рост на 8% заболеваемости ОРВИ гриппом поднялась в Якутии. Проверка прокуратуры в Нерюнгри рассмотрели соблюдение прав граждан при переселении из аварийного жилья. Снежный Ленск. Какова готовность автопарка дорожников к снегоуборочному периоду? Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и гриппом выросла на 8,4% в республике. Таким образом, на шестой неделе 2021 года было зарегистрировано 5802 случая заболевания ОРВИ. При этом показатели остаются ниже недельного эпидпорога на 24%. Отмечается, что из числа заболевших ОРВИ 76% приходится на детей. По данным лабораторного мониторинга на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии – парагрипп, аденовирусы и риновирусы. Не стало первого министра внешних связей Якутии Виталия Артамонова. Родился он в Покровске, учился в романо-германском отделении историко-филологического факультета Якутского госуниверситета, стажировался во Франции. Он был талантливым дипломатом, опытным руководителем, заслуженным работником народного хозяйства Якутии, кандидатом филологических наук. В 1992 году возглавил Министерство внешних связей республики. По словам первого президента Якутии Михаила Николаева, Виталий Артамонов действительно оказался тем человеком, который был нужен для установления первых государственных отношений Якутии с зарубежными странами. Прокуратурой Нерюнгри проведена проверка соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилья. В начале июля 2017 года многоквартирный дом номер 11А по улице Строительная поселка Чульман был признан аварийным и подлежащим к сносу. Однако администрации поселка не были установлены мероприятия о дальнейшем использовании помещений, сроки для сноса многоквартирного дома и сроки расселения граждан. В связи с допущенными нарушениями прокуратура города обратилась в суд с административным иском, заявлением к Чульманской администрации о признании бездействия и обязании к принятию мер, установленных законом. Суд пришел к выводу о том, что отсутствие достаточного финансирования для расселения дома не освобождает администрацию поселка от обязанностей по выполнению мероприятий, связанных с расселением, которые включают в себя в том числе планирование и установление соответствующих сроков, а также проведение мероприятий, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. На основании вышеизложенного исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение в настоящий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в вышестоящий суд. Реализация прав жителей многоквартирного дома остается на контроле прокуратуры города. Авиакомпании Якутия и Алроса будут совершать субсидируемые рейсы в Дальневосточный федеральный округ. Сообщается, что Алроса будет совершать перелеты из Москвы в Мирный и в Полярный, Якутия из Москвы в Нерюнгри. Также субсидируемые рейсы будут совершать Аэрофлот из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. А Ютейр из Москвы в Анадырь, Уральские авиалинии из Москвы в Благовещенск. С-7 будет из Москвы летать в Улан-Удэ. Якутия планирует закупить совместно с Ленотурфлотом 2 скоростных судна в Алдае. Об этом сообщил министр транспорта республики Владимир Сивцев во время встречи с руководителем Алекминского судоходного участка Лорпой Иваном Игнашевым. Участники совещания рассмотрели варианты движения судна по маршруту Алекминск-Ленск. Как отметил Сивцев, суда отвечают всем современным требованиям. Комфортные, с местами для людей с ограниченными возможностями, удобными креслами и кондиционерами. Заметает дворы и дороги этой зимой во всем Ленском районе. Основной подрядчик подготовился заранее и приобрел новую снегоуборочную технику. Проверила автопарк дорожников и чистоту улиц Ленска наша коллега Анна Кожевникова. Мороз и солнце. День далеко не чудесный для спецтранспорта, который не предназначен для северного климата. На холоде, говоря языком автомехаников, летят ножи, и гидравлика не выдерживает. Даже самая современная иностранная техника. В этом году основной подрядчик по уборке снега с улиц Ленска, предприятие «Техносервис», приобрел таковую. Некоторая только проходит обкатку. Пришла новая техника, фронтальные погрузчики с бульдозерными отвалами и погрузчики с ковшами для погрузки снежных масс, для вскрытия дорожного полотна от наледи.
и так далее. Пришли лапочно-ленточные погрузчики для уборки с середин снега, который достается с обочин, с тротуаров и так далее. Многие ленчане, думаю, помнят, как в былые времена даже по центральным улицам Ленска было сложно передвигаться. Каждая полоса движения выглядела как корыто. Сегодня же автомобилисты ездят по дорогам практически везде, очищенным до асфальта. Тяжелая техника выходит на улицы вслед за снегопадом и метелью. И все работы проводятся в вечернее и ночное время суток, чтобы не создавать дорожного коллапса. Спецтехника оборудована в соответствии со всеми современными стандартами. На крыше установлен проблесковый маячок, который сообщает автомобилистам, что ведутся дорожные работы. А внутри фронтального погрузчика установлена камера. У такой техники имеется слепая зона, и водитель не может видеть, что происходит сзади. Экран монитора облегчает работу. На сегодня уже вывезено около 25 тысяч кубов снега. Сугробы возвышаются только возле объектов предприятий, организации торговли. И это зона ответственности собственников. А контроль за исполнением падает на плечи административной комиссии. Все организации, учреждения, предприятия, всех форм собственности, согласно правилам благоустройства муниципального образования города Ленск, а также по правилам поселений, обязаны очищать территорию, общую территорию, подходы, значит, различные там тротуары и так далее возле своих магазинов в соответствии, значит, с правилами благоустройства. И после этого, значит, вывозить этот снег. В ближайшее время административная комиссия проведет рейд и накажет нарушителей. А вот обвинить подрядчика в ненадлежащем качестве исполнения своих обязанностей не выйдет. Каждая единица транспорта снабжена аппаратурой видеофиксации. И всю свою работу дорожники снимают для отчета перед гражданами, который можно увидеть на страницах городского сайта в Инстаграм и соцгруппах мессенджера WhatsApp. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Алданский пункт передержки бездомных собак «Надежда» единственный в районе. Отловленные на улицах животные размещаются в вольерах, в теплом боксе находятся щенки. Согласно действующему закону, после лечения и стерилизации четвероногие возвращаются обратно на улицы. Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. Бурундучки – ласково называют сотрудники пункта передержки этих малюток. В настоящее время в алданском приюте 8 щенков-бурундучат. Все они были найдены на улице. А всего в пункте передержки содержится около 70 собак. По городу очень много. То есть, и большая часть из них все равно хозяйские, с ошейниками. Без ошейников. Без ошейников привозят, также забирают хозяева, находятся. Процентов 50, наверное, все равно хозяйские составляют. Гере явно не по вкусу сидеть на цепи. Она предпочитает подвижные игры. В приюте Гера оказалась щенком. Желающих забрать ее домой пока не нашлось. Согласно новому закону, социально неопасные четвероногие, предварительно привитые и стерилизованные, отпускаются на вольный выгул. Несколько дней назад в «Надежде» был очередной выпуск. Вчера выпустили 4 прочипированных, простерилизованных собак с желтыми бирками на ухе. 4 на Ленинском и, по-моему, 2 в городе. Сотрудники приюта отмечают, что никому не нужных бродяжек, нередко больных, а порой и агрессивных, на улицах города меньше не становится. Бездомные животные представляют крупномасштабную проблему, которая сегодня решается комплексно. Финансирование на 2021 год по передаваемым полномочиям составляет 8 миллионов рублей. Основная часть, это 5 миллионов рублей, приходится на муниципальное образование города Алдан. И учитывая, что питомник находится у нас в городе Алдане, соответственно, с других населенных пунктов животных для передержки направляют в город Алдан. Этот пес оказался в приюте после смерти хозяина. Овчарка относится к исключению из печальной закономерности. В большинстве случаев надоевших собак хозяева выгоняют, а через какое-то время у них появляются уже бездомные малыши. Привозят, бросают, особенно щенят тут мелких. Привозят коробки. Сотрудники приюта взывают к человеческим умам и совести. Стерилизуйте любимцев, чтобы не обрекать на мучение их потомство. Животное не игрушка, оно требует максимально ответственного отношения. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.